Больницы Алданского района объединят. Ожидается повышение качества медицинской помощи. Идеи по продвижению бренда сделано в Якутии. Студенты готовят бизнес-проекты на защиту перед экспертами. 6000 вакансий представлено на ярмарке в Якутске. Так работники Центра занятости отмечают свой профессиональный праздник. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Следователи полиции Парижа считают короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери. Следователи предполагают, что возгорание было случайным, при этом допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реновацией. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что кадры пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции все россияне смотрели со слезами на глазах, и российские компании готовы присоединиться к восстановлению собора. Безусловно, это не только собор, не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции, либо вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться. Уверен, что те планы, о которых сказал президент Франции господин Макрон по поводу восстановления, они будут реализованы. Лжесотрудник банка похитил у жительницы Мирнинского района 400 тысяч рублей. 52-летняя женщина стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, ей позвонили и представились сотрудником безопасности банка. Звонивший сообщил, что с ее карты произошло несанкционированное списание денег, и ей необходимо заблокировать карту. Далее, для убедительности, мошенник продиктовал последние 4 цифры номера счета потерпевшей. Испугавшись за свои сбережения, женщина несколько раз продиктовала коды подтверждения, поступившие ей на телефон в СМС-сообщениях, после чего с ее банковской карты списали 438 тысяч рублей. Сегодня, в день работника Центра занятости, в торговых рядах Кружала открылась ярмарка вакансий «Шаг к работе». 46 предприятий открыли 1000 вакансий, а также 5000 вакансий из резерва выставила биржа труда. Ожидается, что в течение дня мероприятия посетят 3000 человек. Между тем, 10 учебных организаций сегодня записывают желающих на курсы водителей, пекарей, операторов ЭВМ и обувщиков. Также проходят онлайн-собеседования с промышленными компаниями, психологическое тестирование для ищущих работу, а юристы консультируют по вопросам трудового законодательства. По состоянию на сегодняшнее число у нас в поисках работы состоят на учете в Центре занятости более 1800 человек. И вот традиционно мы проводим как раз в День службы занятости мероприятие «Ярмарка вакансий. Шаг к работе». И сегодня вот в этом году мы проводим как раз вот посвящаем к нашему профессиональному празднику, да, году консолидации в Республике Саха и году добрососедства в городе Якутске. Мы презентуем портал «Работа в России». Как раз данный портал полностью обо всех вакансиях службы занятости не только города Якутска, и по всей республике Саха-Якутия, и по всей территории Российской Федерации представлены все вакансии и наши государственные услуги как профориентация. В Алданском районе медицинские организации объединят в единое юридическое лицо. Слияние не отразится на работе кабинетов и отделений, изменения коснутся только управленческого аппарата. Основная цель – повышение доступности помощи и налаживание диалога с населением, продолжит Татьяна Вахнина. Томодской городской и Нижнекуранахской поселковой больниц официально не будет. Врачи, медсестры и фельдшеры учреждений здравоохранения скоро станут коллегами Алданской районной больницы. Медицинские организации будут объединены в единое юридическое лицо. Я думаю, это никак не отразится на пациентах в худшую сторону. Мне кажется, это только положительный момент. Мое мнение, что мы всегда работали все согласованно. Томод, Куранах, особенно вот в прививочной кампании, мы все всегда работали вместе. На нас это никак не отразится.
В настоящее время в районе действуют 3 учреждения здравоохранения. Это больницы Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Объединение не повлечет сокращений ставок и закрытия кабинетов, пунктов и отделений. Напротив, ожидается, что качество оказываемой медицинской помощи возрастет. Кроме того, объединение будет способствовать налаживанию диалога между пациентами и руководством больницы. О каком-либо закрытии медицинских организаций речи не идет. Весь медицинский персонал, который сейчас есть и работает, она будет работать, в том числе и прочий персонал в части вот этих наших водителей, да, сантехники и так далее и тому подобное. Изменения коснутся только административно-управленческого аппарата. Объединение необходимо в первую очередь для повышения доступности медицинской помощи. Сегодня жители Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха прикреплены к организациям, действующим в соответствующих муниципальных образованиях. С объединением граждане станут пациентами одной районной больницы. Стоит отметить, что подобная система организации здравоохранения действовала в советское время. Само объединение предусматривает то, что мы должны будем внедрить новшества именно в те медицинские организации, которые находятся в городе Тамоте и Нижнем Куранахе. Планы на самом деле большие, перспективные. Мы планируем организовать и реабилитационный центр, мы планируем реализовать и гериатрическую, и паллиативную помощь. В настоящее время идет подготовительная работа по объединению медицинских организаций в единое юридическое лицо. Ожидается, что официальное объединение учреждений здравоохранения произойдет осенью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Взглянуть по-новому и внести что-то свое, современное и актуальное. В Якутске стартовал первый чемпионат предпринимательских идей «Сделано в Якутии». 55 участников из средних профессиональных образовательных учреждений разработают проекты по ребрендингу и продвижению продукции местных товаропроизводителей на региональном рынке. В ходе чемпионата они придумают бизнес-проекты и защитят перед экспертами. Вся продукция, продвижение которой разработают учащиеся, внесена в официальный реестр «Сделано в Якутии». Напомним, систему добровольной сертификации разработали в 2017-м. За это время 140 наименований продукции отмечены знаком. Мне больше интересно, как все работают и как нужно именно думать. И в будущем это как бы набираюсь просто опыта для себя. Собираюсь открыть свое дело в будущем и быть предпринимателями и развивать торговлю в Якутске. В Нерингри торжественно вручили паспорта школьникам, достигшим 14 лет. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню государственности республики. Его посетил Сергей Козюра. Паспорт вручается Буяновой Арине. 11 школьников, которым исполнилось 14 лет, были приглашены на торжественное вручение паспорта. В ходе мероприятия были исполнены гимн Российской Федерации и гимн Республики Саха-Якутия. Состоялась развлекательная программа, где дети участвовали в викторине, разгадывали кроссворд о государственной символике, основных документах гражданина и государства. Сегодня эти граждане сделали очередной шажок в своем становлении. Они стали на шаг взрослее, у них появилось больше гражданской ответственности. Мы искренне желаем им успехов и дальнейшего развития. Школьница Мария Ермезина проходила по обществознанию, какую ответственность будет нести, получив главный документ, удостоверяющий личность. Новоявленный гражданин Российской Федерации не скрывает своей радости и гордости. Это, конечно, прям такое достижение, прям интересно. Буду гордиться, не знаю, всем сердцем. Безусловно, вручение паспорта в торжественной обстановке воспитывает в школьниках гражданско-патриотические чувства, дает право на проявление активной гражданской позиции. Поздравляем нерингринских школьников, получивших паспорта с этим значимым для них событием, и желаем быть достойными гражданами нашей Родины. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерингри. Более 40 художников Якутии представили свои работы в арт-галерее «Ургел». В выставочном зале работы заслуженных художников России Марии Рахлеевой и Эдуарда Васильева. Посетители смогут проследить творческий рост талантливых художников и полюбоваться творческими работами ребят. Выставка продлится до 30 апреля. Главное, вот столько разных художников, разного, как сказать, направления, что ли, разных каких-то вот тенденций своих. Поэтому очень интересная выставка получилась. И даже, видимо, художников работ очень много, и даже не смогли все показать, что хотели некоторые.
Вот, так что очень хорошая выставка. Пчеловодов юга России ждет дефицит меда. Каштановые леса в Краснодарском крае быстро вымирают из-за паразитического грибка, говорят специалисты. По их словам, это ударит по местным пчеловодам, которые получают мед в основном, имея от этого вида деревьев, рассказывает Артем Сторонов. Ася Минасян и ее муж, проживающие в Краснодарском крае, вот уже более 15 лет содержат пасеку из 45 ульев. Каждый год они собирали порядка 500 килограммов меда, основным источником которого были каштановые и липовые деревья. Но теперь ситуация, по их словам, быстро меняется в худшую сторону. Ну, в основном сейчас начали каштану высыхать. Мало. От того, что климат, это начал экология. Половина деревьев высохли. Ну, большинство липа. Вот они вот приносят мед липовый и каштановый. Ну, каштановый меньше, но все равно что-то тащат. По словам ученых, деревья гибнут из-за паразитического грибка, который поражает ветви и молодые побеги. Сейчас огромнейшие участки просто деревьев, они гибнут, причем очень быстро. Процесс идет очень быстро, он не затяжной, он не на годы растягивается, а участки огромные каштана, они вымирают буквально в течение 1 года. Сейчас в Краснодарском крае, по данным Фонда дикой природы, произрастает около 800 квадратных километров каштановых лесов. Гибель деревьев, как говорят специалисты, сильно ударит по местным пасечникам, ведь для многих из них единственным источником меда является именно каштан. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий.